Как было установлено, среди останков, найденных на Псху, были и двое наших соотечественников – Варлам Куция и Ахмед Ажиба. Участники экспедиции «Горная Абхазия» совместно с научным сотрудником Абиги Николаем Медвенским отправили запрос на имя президента с просьбой обратить внимание на столь важную находку. Рауль Хаджиба незамедлительно отреагировал, собрав рабочее совещание. Какие-то действия должны быть совершены нашими властями для того, чтобы придать этому месту совершенно другой вид, осуществить перезахоронение. И память об этих людях должна быть сохранена для нынешнего поколения, для будущих поколений. Я не сомневаюсь, что это необходимое действие, которое должны мы с вами совершить. Напомним, что останки 32 солдат 66-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 6-й армии Закавказского фронта пролежали на Псху более 70 лет. За это время они не раз подвергались действиям мародеров, о чем свидетельствует отсутствие какого-либо воинского снаряжения и вооружения. Это ничего не по-человечески, это не по-божески. Так не должно быть, чтобы те, кто отдал жизнь за Родину, без каких-то громких пафосных слов, вот так вот 74 года лежат неупокоенные. Конечно же, в связи с этим возникла такая идея обратиться к властям для того, чтобы летом нынешнего года, как только уже будут тропы проходимы, снег сойдет, организовать туда экспедицию, которая соберет все эти кости, спустит вниз в село Псху Сухумского района. На совещании было предложено провести захоронение останков на братской могиле со всеми подобающими почестями, там же на Псху, недалеко от самого перевала. Однако не все участники встречи поддержали эту идею, подчеркнув необходимость провести идентификацию останков перед тем, как они будут преданы земле. Нюансов очень много, но мы должны перед собой поставить цель. Предать земле – это в последнюю очередь. Эти останки надо, естественно, эксгумировать и их хранить. По возможности, если сможем мы их идентифицировать, а сейчас нынешняя техника и лаборатории, тем более центр судебно-медицинский в городе Москве имеет возможность идентифицировать все, ростовский центр, там лаборатории военные в том числе, они могут идентифицировать все. Давайте сделаем, коль это наш долг, коль это наша память, давайте сделаем все как по-человечески, до того, как возможно все это мы отдифференцируем все, установим, кто есть кто, именно останки чьи, вот эти, или эти, или эти. Рауль Хаджиба обратил внимание присутствующих на то, что идентификация останков – это достаточно трудоемкий процесс, который займет длительное время. И учитывая, сколько лет останки пролежали на перевале, то найти родственников бойцов будет крайне сложно. Мнение президента разделили и эксперты. Сейчас их заново хранить потом заново, то есть перепад температуры, условия вентиляции, всего остального нарушено, он еще больше нарушится. Когда мы получили полбиоматериала, если мы захотим потом идентифицировать, у нас возникнет еще больше проблем, чем сейчас. Поэтому давайте мы определимся, если мы будем все-таки извещать родственников об этом, у нас есть месяца 4-5 есть же у нас. Может, это время туда откликнется, если нет, то тогда уже, конечно. В ходе совещания было принято решение создать рабочую группу, которая до летнего периода, когда возможно будет извлечь останки из перевала, проведет еще несколько встреч по поводу последовательности принятия дальнейших мер. Рабочую группу возглавил руководитель администрации президента Даур Аршба. Все эти вопросы отрегулируем, поэтому в целом мы определили, что надо все это привести в соответствующую надлежащую форму, поэтому следует создать рабочие группы, в рамках рабочей группы уже определять очередность мероприятий, в целом обговорены, какие мероприятия необходимо сделать, а уже в рабочем порядке обсуждать всю эту очередность и какие необходимые мероприятия проводить, 1, 2, 3 и так далее. В состав рабочей группы вошли представители Министерства здравоохранения, МЧС, СГБ страны. Вопрос идентификации останков бойцов остается пока открытым. На Алакове Алексея Гухава, Абхазское телевидение.